Чини варасакан, чат хада, егира тухсака ичи, егира тухсака езасан, креге чини варасакан. Вещь шапчак, вараман херне щидичей, вараман херне щицесей, щогащине варасакан, чатахлач, егира тухсака ичей, егира тухсака езасан, тюжекщине вырасакан. И уважаемые гости, сегодня в Шимушинском муниципальном округе День культуры государства Палестина, в рамках которой состоится торжественное открытие художественной выставки «Душа Палестины», являющейся 72-й продолжение социально значимого проекта международных художественных выставок «Палестина глазами российских и зарубежных художников». Мероприятие организовано Чувашским региональным отделением Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество», региональная общественная организация Чувашской республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины и Российским комитетом солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, представительства Чувашской республики, в рамках проводимого ими Года культуры государства Палестина. Событие также посвящается Дню знаний и предстоящему Международному дню мира. Празднуется 21 сентября по решению Организации Объединенных Наций, а также Году педагога и наставника в России. Торжественное мероприятие, посвященное Дню культуры государства Палестина в Шимушинском муниципальном округе, объявляется открытым.
близко друг к другу проживает множество народностей. Каждый из них носитель великих национальных традиций. Оберегать культуру каждого, кто проживает на чувашской земле, сохранять мир и спокойствие – это главное, к чему сегодня мы стремимся. На территории города проживает много арабских студентов и жителей Палестины. Сегодня узнать подробнее об особенностях палестинской и арабской культуры нам поможет художественная выставка. Она открылась в Доме культуры «Ровесник» ко Дню народного единства. Путешествие по странам Востока всегда завораживает. Яркий восточный ковер перед нами открывает плодородные земли в сочетании с бескрайними пустынями. В арабских странах, равно как и в Палестине, очень жаркий климат, такой же, как сердце жителей Востока. Оно горячее и переполнено любовью к своей родине. На Дне палестинской и арабской культуры представлены работы мастеров международной художественной выставки. Здесь живописно раскинулись картины о природе, а также культурных особенностях Палестины. Мастера открыли завесу тайны исторических событий. Народного единства, и хочу сказать, что народы единые, их невозможно победить. И от дружбы еще никогда никто не проиграл. Россия многонациональная страна, многонациональные народы разных языков. В этом ее величество, и в этом ее богатство. И то, что она единая, она показывает пример всему миру. Таким должны быть люди, которые пришли в этом мире в гости на небольшой срок, на один миг. Это наша жизнь. От дружбы никогда никто не проиграл. Проигрывает только от агрессии, от войны, от ненависти, от заговора, от зависти. Поэтому у нас один путь. Дружба, дружба, дружба и единство. Призыв к дружбе и справедливости, местом войн и ненависти, поддержание многовековой дружбы между народами России и Палестины. На торжественном мероприятии, посвященном Дню культуры государства Палестины в Шамушинском муниципальном округе, присутствует Александр Васильевич Чемеев, глава Шамушинского муниципального округа Чувашской республики, Басам Аль-Балауи Фатхи, председатель Чувашской региональной организации, международной общественной организации Императорского православного палестинского общества, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктор права, академик Международной академии Европа-Азия. Аль-Балауи Марина Васильевна, художник, член Творческого союза художников Российской Федерации, член Общества Императорского православного общества, соучредитель регионального общественного объединения Чувашской Республики, Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Архимандрит Гурий Данил Геннадий Васильевич, благочинный третьего округа, настоятель собора равноапостольных великого князя Владимира, город Новочебоксарск. Шакиров Митхат Алимзянович, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, член Союза художников России, Чувашии и Татарстана, художников-педагогов России, геральдистов России. Для торжественного открытия художественной выставки «Душа Палестины» приглашаем главу Шамушинского муниципального округа Александра Васильевича Чемеева, председателя Басама Аль-Балауи Фатхи, Ахманграта Гурия, просим вас разрезать ленточку.
Уважаемые гости, просим подняться на сцену. Добрый день. Добрый день еще раз. И, конечно же, я хочу обратиться, вот доктор Бассам сегодня вот с такой делегацией. И, конечно же, я приятно был сегодня удивлен многим вещам. Вот, для меня полной неожиданностью стало, во-первых, то, что Марина Васильевна является супругой доктора Бассама. Наша землячка. Потом объясню, кто хочет. Второе, это, конечно же, та выставка, которая представлена сегодня, это частичка культуры народа Палестины. Страны для нас может быть неведомой, но, конечно же, вот при первой же встрече, вот я сегодня вот весьма приятный момент, это встреча с доктором Бассамом, хотя я неоднократно в кулуарах здоровались, встречались, но впервые имел такую честь беседовать. И, конечно же, многие мы наслышаны о таком человеке. Это, я сразу вспомнил 90-е годы, это впервые Чувашия, наверное, он познакомился с Чувашией, Чувашия познакомилась с ним, многие представители. Это благодаря ему, его дружбе с правительством, его дружбе с Кураковым, ректором тогдашним Чувашского государственного университета, вот, было привлечено столько студентов из Палестины, которые обучались специальностям, и, конечно, они потом уезжали на родину, но многие из них остались здесь, живут здесь, работают у нас. И я с тех времен помню тех ребят, которые, вот, я тоже жил на Студградке, где у них было общежитие. Для нас было новшеством, там было кафе, другие блюда. Мы там пробовали, общались с этими ребятами, да, они вот первый год обучались языку, но такие замечательные, хорошие ребята. Поэтому, доктор Бассам, огромное спасибо за то сотрудничество, которое Чувашская республика и Палестина, благодаря вам, мы, конечно же, узнали, во-первых, что за страна, что за народ, и за ту дружбу, которая продолжается и, надеюсь, будет продолжаться на многие-многие годы и века. Спасибо. Вот, хочу отметить, и очень хороший клип посмотрели, и знаете, главное, что понравилось мне в нем? Тот момент, когда доктор Бассам угощает всех чаем, угощает явствами, и это что означает? Это означает то, что народ очень гостеприимен, как и чуваши же. Вот. Поэтому еще раз я поздравляю всех нас, то, что сегодня такой день, то, что в нашем округе, благодаря доктору Бассаму и гостей, конечно, отец Гурий, Михаил, мы знаем, кто не знает этого человека в очках, который стоит. Это тот человек, который разрабатывал, который потом продвигал, регистрировал, но не все. В Старых Чукалах герб уже был, но другие гербы наших территорий муниципального образования, в том числе Шуша. Спасибо вам. Отец Гурий, мы всегда знаем, он общественник, это тот человек, который благодаря нашей вере православной, который находит те слова, которые нужны человеку, и тем самым укрепляет его нравственное состояние, тем самым дает веру и уверенность в людей, в нас, на светлое будущее. Спасибо.
И постоянно он общается с народом через средства массовой информации. Все прекрасно знают. Но спасибо всем за этот проект, во-первых, разработчикам проекта, то, что он есть, то, что, хотя мы, можно сказать, удалены в некотором смысле от больших городов по расстоянию, но мы, благодаря тому, то, что сегодня все те технологии позволяют и общаться, и учиться, мы всегда, я думаю, идем рядом. Спасибо еще раз всем. Слово предоставляется нашим гостям. Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Салам. Я весьма рад сегодня находиться здесь, на этой добрейшей земле. Земля Шимуршинского округа. Вы знаете, когда думаю о мире, о жизни, о народах мира, и когда вижу в Чувашии такая земля, которую они говорили и создали еще в 1661 году, вы понимаете, ведь Шимурша старше, чем Соединенные Штаты Америки. И более благородная, и более щедрая, и более гостеприимная. Я уверен, если мне любой из вас проведет экскурсию по Шимурши, он мне расскажет, вот это здание построено в таком-то году, вот в этом месте жил мой дед, мой отец, и много чего расскажет. А если я приеду в Америку, что может американец мне рассказать? Представьте себе, он скажет, вот в этом месте мой дед истреблял коренных жителей, убил их и захватил их землю. У них нет истории, и нет культуры, и живут по принципе, правильно назвал их Владимир Владимирович Путин, империя лжи. Кроме лжев ничего не знают. Они покушались на чужую землю, захватили у индийцев их родину и на кровью построили свою, как называемая, цивилизацию и хотят нам ее навязать. При этом отрицают существование палестинского народа, который подарил миру мир, и подарил христианство, и подарил Христос Иисус. Если бы Иисус Христос не был, то ни один бы священник не был по христианской вере, ни один собор христианский, ни одна церковь христианства. Палестина – это первая кибла мусульманов, и это место рождения самого доброго, самого прекрасного, милейшего человека в истории человечества, палестинца Иисус Христос. Его мать – чистокровная палестинка из города Назарет. Дорогие друзья, 7 октября будет 40 лет, как я приехал впервые на российские земли. Из них будет, уже 32 года, как я живу в Чувашии. Меня опередил еще по связи с Палестиной великий просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев, который был членом императорское православное палестинское общество, который отправлял своих учеников в Палестину, которые еще платили ежегодный свой взнос в это общество 25 рублей, который был большим другом палестинского народа. Сегодня в нашей делегации 4 человека, члены императорское православное палестинское общество. Сегодня императорское православное палестинское общество, возглавляемое уважаемый Сергей Владимирович Степашин, в курсе, что мы находимся у вас, что сегодня у вас проводится День культуры Палестины. У нас в конце месяца откроется выставка именно в штаб-квартире императорское православное палестинское общество, где сидит наш уважаемый шеф
Сергей Вадимович Степашин, и будут на нее присутствовать все отделения, 60 отделений. Наша организация Императорское православное палестинское общество в этом году исполнилось 141 год. Вы представляете, какая связь? 141 год. Они отвечают за церкви в Палестине. В Палестине были 425 святых мест на России. Палестино-российское отношение длится более 1000 лет с момента принятия официального государства Российская императорская империя Россия, когда приняла христианство, когда палестинские просветители принесли эту веру в вас. А христианство и ислам, и все религии играют в нашей жизни очень большая роль. Сегодня, дорогие друзья, Палестина сама к вам приехала. Сегодня у вас уникальная возможность ознакомиться с культурой Палестины, посмотреть дороги Палестины, древние дороги, по которым ходил Иисус Христос, и дороги мучений, церкви, мечети. Саму Палестину, не случайно ее называли святую землю. Вот я даже пример вам дам. В Палестине есть такое дерево. Вот сколько может дерево, обычное дерево жить? 100 лет, 200, 500, 1000. В Палестине есть такое дерево, оливковое. Вот оливки — это символ Палестины, оливковое дерево, которое 5000 лет. Вы можете себе представить, 5000 лет дерева ежегодно дает оливки более 500 килограммов, из которых палестинцы делают масло. Вы представляете, какое масло и какие оливки от такой 5000-летней дерева. Вот что значит святая земля Палестина. И в Палестине поэтому те, кто приехали в Палестину в 1948 году, оккупировав Палестину, стараются истреблять, уничтожать все оливковые деревья. Потому что благодаря оливковой дереве палестинский народ живет уже много тысяч лет. Достаточно человеку 2-3 столовые ложки оливкового масла, несколько штук оливок в день, чтобы он выжил и был здоров. Любой врач может вам подтвердить, насколько полезное оливковое масло. Здесь даже среди этих картин есть одна картина, которую написал великий палестинский народный художник Палестины Салим Мансур. Палестинские оливковое дерево, которые оккупанты израильские уничтожили, но не до конца, корень остался, и опять она растет. Я хочу сказать большое спасибо вам. Когда я заехал сюда, в Шимурши, я говорю, жене, вроде село написано. Какое село? Это город настоящий. Такие улицы широкие, такие чистые, красивые. Мне так понравилось все. Это говорит о хозяине. Какой хозяин? Какие здесь люди живут? От этого и зависит чистота, замечательность вашего прекрасного, я буду называть его даже не село, а городом. В будущем все равно это будет город. Все равно Шемуршинский округ или Шемуршинский район по площади, как вы думаете? Вот Париж 105 квадратных километров. Живут там почти 2,5 миллиона. Это столица Франции. А Шемуршинский район почти 800 квадратных километров. Это почти больше 7,5 раза больше, чем Париж. А, к сожалению, живут 11 или 12 тысяч человек. Мне очень хочется, чтобы здесь жило много-много людей, чтобы были созданы условия для того, чтобы они учились где-то, но вернулись и жили, чтобы у них зарплата хватило для того, чтобы всегда жить у себя на родине. Деревни, село не должны пустовать, не должны уничтожаться, они должны жить. Я уверен, что Шемурша всегда будет жить. Да здравствует Палестина, российская дружба, да здравствует народов Чувашия, Россия и Палестина. Дорогие друзья, я, с вашего позволения, принес из Святой Земли Палестины сегодня необычный подарок. Лента дружбы народов,
которая освящена в храме Рождества Христова в Вифлееме, в мечетку Акса в Палестине. И она еще с Арафатка сделана, это символ свободы палестинского народа. Разрешите мне, пожалуйста, вручить ее в подарок дорогому другу, вашему руководителю Александру Васильевичу. Это еще не все. Великий вождь палестинского народа Ясир Арафат, который отправлял меня сюда учиться 40 лет назад, лауреат Нобелевской премии мира, великий друг Советского Союза и России, который всегда говорил нашему народу: Россия наш самый преданный друг. Я хочу подарить своему другу Александру Васильевичу этот значок с палестинским флагом и с Арафатом. Есть такая писатель Ася Абдельхади, палестинка, которая, когда ей было 4 года, в 1948 году ее изгнали из родины своей, из деревни Салма, около города Яфа. И она написала книгу, роман, который стал очень знаменитым. Что с ней произошло? Роман основан на реальных событиях. Маленький ребенок, который потихоньку вырос и все написал свои воспоминания. И как они потом состоялись в жизни. Этот роман, которому больше 40 лет, я перевел с арабского на русского вместе с супругой Мариной Васильевной. Все, кто его читал, сказали, это изменил их жизнь. Я подарил его, уважаемый, дорогой друг, наш шеф Степашин Сергей Вадимович, который тоже оценил его очень высоко. Я дарил вам, дорогой Александр Васильевич, и вашей семье. Через него узнаете больше о Палестине. Спасибо большое. Доктор Басам, он как будто видит, я тот человек, наверное, вот тут молодые люди сидят, вот я, да, действительно читаю книги. И, конечно же, спасибо большое за те подарки, которые есть. Я обязательно прочту книгу, и доктор Басам, надеюсь на то, что мы еще поделимся впечатлениями, и я выскажу свои мысли, и буду весьма рад, очень рад следующей нашей встрече. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще благодарственное письмо, необычное для уважаемого Александра Васильевича. Это на ней, во-первых, храм Рождества Христова в Вифлееме и Императорское православное палестинское общество, ее знак, который создан в 1881 году. От всей души я ему вручу, сам потом он все прочтет. Ну, спасибо большое еще раз. Я думаю, все эти подарки не только мне, это, конечно, благодарность всем тем людям, всем тем народам. У нас не только чувашский народ здесь проживает, которые проживают на нашей территории, на территории нашего Шамушинского муниципального округа. Доктор Басам, спасибо большое еще раз. Я хотел бы пригласить сюда уважаемая Валентина Павловна, этот талантливый, уникальный организатор, очень приятный, с которым я общался в последнее время. Да, сегодня в реале впервые увидел, а так
общался по телефону, общался по WhatsApp. Во-первых, хочу вручить ей вот такая книга отзывов. Книга отзывов это будет в подарок вашему дворцу. Просто она потом напишет, сфотографирует отзывы и мне пошлет. И здесь видите фотография с той выставки, которая у нас была в Канаше. Сегодня тоже будет фотография, на котором пойдет на следующее приглашение. То есть общее фото, все, кто присутствует здесь, общее фото, которое пойдет и на следующая выставка на приглашение, и на книгу отзывов, пожалуйста, я вам дарю. Плюс благодарственное письмо за ее организацию, за ее отзывчивость, за то, что она такая молодец. Спасибо ей большое. Еще для нее и для дворца такой же лента дружбы народов освящена в храме Рождества Христова, в мечеть Алакса, что Бог всегда благословил ее, благословил вас и всех, этот дворец, чтобы у вас были большие достижения и огромных успехов. И ей значок дружбы народов между Палестиной и Россией с палестинским флагом и российским флагом. И такая же книга, роман «Любовь и хлеб». Обратите внимание на название. «Любовь и хлеб». Без них жизни нет и немыслимо. Я ей дарю все души. Я хочу, дорогие друзья, передать слово человеку, который жил в Палестине, который работал в Палестине, который служил в Палестине. Человек, который еще посетил мой родной город, где я родился, город Газа, и встречался с великим вождем палестинского народа Ясера Арафата, отец Гури, член Совета отделения Императорское православное палестинское общество. Этот уникальный, добрейший душе человек. Я его сюда приглашаю и к микрофону. Салам, ассаламу алейкум. Да, Господь Бог сподобил меня 12 лет поработать, послужить в Израиле. Это государство маленькое в Палестине. Палестина это не только в Израиле два куска земли, скажем так, а так Ливан, Сирия, нынешняя Иордания. Это все древняя земля Палестины. Наверное, многие задают вопросом, что такое императорское. По одной простой причине, что до революции еще наши предки пешком ходили в Палестину, до Одессы пешком, потом на корабле до Яффы. Яффа там до сих пор живут арабы. Доктор Басман хорошо знает лучше меня. В 1846 году для помощи паломникам, нашим предкам, русская церковь посылает в Палестину русского священника. Он живет в старом городе Иерусалима. Иерусалим это по-арабски Аль-Кудс, святой город по-русски переводится Аль-Кудс. Там греки, и греки ему дают храм архангела, ангелов, и там комната. Потом маленький прерыв, и уже, видя многочисленных паломников, император подает записку,
чтобы открыть общество. И отсюда продолжение даже после революции императорское православное палестинское общество до сих пор. Вот мы, как бы теперь узнали, являемся членами этого общества. Как вы здесь видите, хочу вам немножко историю рассказать. Золотой купол, большой золотой купол. Наверное, в новостях в телевизоре надо видите. Это мечеть Амара, хотя не совсем правильно, а так мечеть купола скалы. Известно место такое из Библии. Авраам жил в Хевроне. Я тоже там 5 лет жил в Хевроне. По-арабски Аль-Халиль, друг Божий, переводится на русский язык. И оттуда вот до этого купола скалы 30 с чем-то километров. Авраам туда пришел своим сыном Исааком принести его жертву. Поэтому это место святое не только для нас, христиан, а именно вот для мусульман во всем мире. Это 3-е или 2-е место по святости у них почитается во всем. Хотя и город Иерусалим, город мира. И в Хевроне у нас большая, мы скажем, гробница. Хотя нам это, конечно, непонятно, мы это земли всегда хороним. А там земли нет, там только камни. И вот сооружают каменные гробницы. И там наши предки, праотцы и жены их вместе. Вот чем известен Хеврон Аль-Халиль. Вот маленький экскурс. Поэтому сегодня и раньше народ палестинский страдает, как сегодня страдаем мы с вами и наши братья и сестры на Украине, точнее в Донбассе. Война, кому-то деньги, а нам слезы. Поэтому Господь сам выбирает, кого пригласить на тот свет, а кого оставлять инвалидом. Здесь главное нам не ожесточиться, не возмущаться и не осуждать правителей. Иначе мы становимся соучастниками тех президентов, которые воюют против нашей нравственности. Там у них законы безнравственные, и они развращают этими законами нашу молодежь, наших детей. Правильно сказать, сегодня идет война против наших детей. Поэтому родители, не учителя и не преподаватели, а родители должны воспитывать своих детей. На родителей ложится большая ответственность. Они будут перед Богом отвечать, как нам еще в юности учитель говорил, рожать детей ума не надо, а вот воспитывать сколько надо, терпения, смирения и любви даже. Любить пряник и кнутом даже любить. Вот этого нашим родителям сегодня очень и очень нужно. Тогда больше благодарю. Дорогие друзья, небольшая пауза уберет. Хочу вручить ему благодарственное письмо за то, что он с нами с первой же выставки. Его портрет в Палестине на Святой Земле, который написал один из наших художников, присутствовал прямо с нами с первой же выставки. Он так и продолжает. Благодарственное письмо. Еще ему книгу, которую написал уважаемый Сергей Степашин «Пойти в политику».
и вернуться. Это очень интересная книга, я думаю, вам понравится, и поделитесь потом впечатлением, и дадите другим почитать. И еще знак дружбы народа между Палестиной и Россией. Израиль – это есть оккупированная Палестина. До 1948 года Израиль не было, не существовало. Оккупировал Палестину и теперь разогнал нашего народа по всему свету. Спасибо большое. Слово предоставляется Албалауи Марина Васильевна, одна из создателей организации Общества дружбы между народами Чувашии и Палестины, член Императорское православное палестинское общество, кандидат юридических наук. Дорогие друзья, дорогие земляки, я могу вас называть своими земляками, потому что моя мама и папа родом из Батревского района, из села Чуваш-Сугуты. И я считаю и Батревский район, и Шелушинский район своей родиной, своей родной семьей, землей, из которой произрастают мои корни. Поэтому, глядя на вас, я смотрю как на своих родных людей, на своих близких по духу, по генетике, по происхождению, по всему. Вы мои земляки. Огромное спасибо Шемуршинскому району, что предоставили нам возможность познакомить с вами, с жителями Чувашии, Шемуршинского района, с нашей выставкой, посвященной Палестине. Идея этой выставки принадлежит нескольким замечательным художницам, которые предложили открыть выставку «Палестина глазами российских художников». Эта выставка открылась, и за 1,5 года она набрала такую популярность, что она продолжается, меняя постоянно свою дислокацию. Нас приглашают во многие города России, мы побывали в Москве, в Татарстане во многих городах, объездили уже половину, можно сказать, Чувашии. И надеемся, что интерес этот не угаснет, потому что тема Палестины, она близка России. Почему? Не только потому, что Россия приняла в свое время православие, стала православной христианской страной, но еще и потому, что Россия всегда стремилась иметь влияние на Святой Земле. И нужно сказать, что именно Россия в свое время боролась за присутствие в Палестине с Османской империей. Если вы будете изучать историю русско-турецких войн XIX века, они все велись за влияние России в Палестине. В 1882 году было основано Императорское православное палестинское общество с целью продвижения паломников российских в Палестину, для того, чтобы все христиане могли с нашей страны поехать и, как говорится, припасть к святым камням этой земли. И началось строительство множества храмов. Они и раньше велись, но это уже оформилось в такую вот систему, и под руководством этой организации начали строиться храмы, монастыри и так далее. И надо сказать, что не только этим ограничивалось влияние России. Дело в том, что Россия, она действительно щедрая душа, она всегда была такой. Действительно, это территория света, добра и знаний. И Россия начала продвигать просвещение на территории Палестины, также Сирии и Ливана. Кстати, эта вся территория, она раньше называлась одним словом Ливант. И вот на территории этого Ливанта, но в большей степени в Палестине, начали открываться русские школы. Можно сказать, что практически 70% всех образовательных учреждений в Палестине в XIX и начале XX века были открыты благодаря Императорскому православному палестинскому обществу. И до сих пор
потомки тех людей, которые учились в этих школах, а многие еще и сохранились эти школы, до сих пор учатся в них, они вспоминают своих российских учителей и тех палестинцев, которые выучились в России и получили образование, и вернулись и преподавали в этих школах. И вот та книга, которую мы подарили Александру Васильевичу, «Любовь и хлеб» палестинской писательницы Аси Абдульхади, вот в этой книге Ася, кстати, описывает такую ситуацию. Она училась в школе, и в этой школе им преподавала арабский язык. Значит, преподавательница, которая вместе со своим супругом, можно сказать, они перевели всю русскую литературу, какую они могли, конечно, перевести, перевели на арабский язык. И они пропагандировали русскую культуру, русскую литературу среди палестинского народа. И вот видите, так повлияли, что даже вот эта девочка, которая училась у них, стала знаменитой палестинской писательницей. И она вот об этом упоминает в своей книге. А книга эта автобиографическая, как раз посвящена ее жизни. Что хотелось бы так, чтобы кратенько уже завершить. Палестина всегда притягивала российских художников. Вот любой художник, он считал своим долгом обязательно посетить Палестину, потому что там другие краски. Это наше серенькое небо там меняется на яркие краски Ближнего Востока. И вот любой художник, побывавший там и посмотревший на те святые места, по которым ходили великие пророки, где родился и принял свои муки Иисус Христос, конечно, они давали большой стимул для духовного развития этих художников. И это была даже традиция такая. И вот хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась. В наше время наши художники поэтому присоединились вот к этой выставке. Многие желающие написали свои картины. И палестинские художники тоже откликнулись. Почему наша выставка называется международная? Потому что очень много палестинских художников были восхищены вот этим проектом и присоединились своими работами. А благодаря современным возможностям электронной связи, вот как сказал Александр Васильевич, новые времена, новые возможности действительно. И мы имеем возможность получать эти картины и показывать на выставках эти картины благодаря вот этим средствам связи. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вам выставка понравится. И всего доброго. Дорогие друзья, сегодня, напоминаю, 72-я выставка «Душа Палестины» за 2 года. 72-я на территории России, 18 детских международных и 9 зарубежных. 9 зарубежных выставок. Диплом для Марины Васильевны, который сегодня принимает участие, и у нее одна картина там в зале. И, пожалуйста, диплом участника. И еще награда ей, значок великого палестинского просветителя, создатель Организации освобождения Палестины, учитель Ясера Арафата, Фатхи Аль-Балави. А теперь я сюда приглашаю нашего дорогого Мидхата Алимзяновича Шакирова, председатель комитета по культуре Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, заслуженный художник Чувашия и Россия, академик Международной академии художеств в Москве и член Совета Императорское православное палестинское общество, куратор нашей выставки. Спасибо большое, дорогой доктор Бассам, за предоставленную возможность высказать несколько слов. Прежде всего, хочу сказать о том, что я являюсь председателем комитета по культуре в Обществе дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Возглавляю дружную команду. Так называется наше общество, в которое вошли более 200 палестинских, зарубежных и российских художников. Что они изображают на своих полотнах?
Это, конечно, прежде всего культура палестинского народа. Это пейзажи, портреты выдающихся людей Палестины. Это и сюжетно-тематические картины, которые отражают борьбу палестинского народа за свою независимость. Они выполнены в различной технике, и в основном масляными красками. Там же и есть работы, которые выполнены сухим материалом, таким как пастель. Надо сказать, что здесь выставляются художники и из арабского мира, и российские художники. В чем их единство и в чем разница, хочу сказать, остановиться. Значит, единство взглядов в том, что они все отображают, показывают борьбу палестинского народа за свое будущее, за будущее своих детей. Вот это одна из главных тем. А вот что хочу сказать, значит, если палестинские художники показывают в своих картинах вот эту борьбу за свою независимость, за свою свободу в открытом, явном проявлении, скажем, то российские художники, работая в стиле, скажем, реализма, показывают вот эту борьбу в каком-то скрытном виде. Изображения есть такие же пейзажи, такие же портреты, такие же сюжетно-тематические картины, но вот эта борьба, она проявляется, показывается в другом варианте. Это и есть стиль русского искусства, продолжение реалистической школы живописи России. Так, пользуясь случаем, хочу сказать о том, что нами, по моей инициативе, Батаревская детская школа искусств проводит международную выставку, конкурс, в онлайн-режиме главный проходит, которая называется «Искусственный батыр». ВКонтакте есть информация об этом конкурсе. Вот в прошлом году мы провели 3-й международный конкурс-фестиваль «Искусственный батыр», куда прибыло 850 работ. Очень много работ поступило из России, из 30 регионов, в том числе и из Палестины. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас, дорогие друзья, принять участие в этом конкурсе. Еще раз говорю о том, что ВКонтакте есть группа, которая называется «Искусственный батыр». Можно открыть, посмотреть, и все новости там имеются. Конкурс будет стартовать ежегодно 1 марта и подведение итогов 1 июня. Некоторые подробности, если будут вопросы, скажем, мы обсудим во время просмотра картин, во время просмотра выставки. Спасибо. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что Медхат Алимзянович Шакиров в 2021 году стал личность года в Палестине. Его избрали за многие дела, которые он сделал, и урок мира, и конкурсы «Я рисую Палестина», «Я рисую Донбасс», и за то, что он еще ездил на Донбассе и открывал там у нас выставка детская, за его педагогический труд, за многолетний труд в защите мира, дружбы, солидарности между нашими народами. И сегодня у меня набралось не один диплом для него, а за несколько выставок. Он практически принимает участие во всех наших выставках. 72 выставки здесь, в них принял участие. 9 за рубежом, в них принял участие. Так что я ему вручу. А еще он написал такая картина, знаменитая палестинская журналистка Ширин Абакля, которая 11 мая в прошлом году, она вышла просто на работу, как любой человек, а израильская армия взяла и застрелила ее. Это знаменитая журналистка на весь мир. Она очень знаменитая, канал Аль-Джазира, многомиллионные, десятки миллионов следили, смотрели за нее. Израиль даже запретил расследовать это преступление. Сам убил, совершал и запретил расследовать. И его картина стала очень знаменитой, во всех странах они писали. И вот теперь такой значок, я ему его дарю и вручу.
ремарка такая, вот у чувашей есть такая традиция, даже когда вот сватают невесту, там дарят подарки, например, крестным, а там надо обязательно приветный подарок вручить или деньги. Но у нас подарок, это непростые подарки. Тут в первую очередь, конечно же, это журнал такой, мы про Шамушинский муниципальный округ в этом году успели выпустить его. Тут представлены те территории вместе с гербами, вместе с населением, которые вот проживают на нашей земле. Тут наши герои, тут те люди, которые внесли вклад в становление и развитие Шамушинского района. Это наша часть истории. Вот такая брошюра. Да, и тут, конечно, с любовью из Чувашии село Шамуша написано. Сами это вам и, конечно же, нашим гостям. Дорогие друзья, я очень рад, что брат моей жены живет среди вас в Шимурши, и он сегодня даже здесь в зале присутствует. Это Петя Пирогов вместе с супругой. Мы были сегодня очень рады, это его супруга Галя, и он очень рады их видеть. Вот он давно агитирует, чтобы мы сюда приехали. Он очень любит Шимурши, хотя он родился в Чуваш-Сугуте, но он живет среди вас уже много-много лет. Теперь просим общие фотографии. Пожалуйста, просим подняться всех на сцену, сфотографироваться и сесть обратно на свои места.
Татьяна Долгова. Благодарственное письмо вручается Долговой Татьяне Николаевне. Выражаю вам признательность и сердечную благодарность за поддержку и празднование Дня культуры Палестины и открытие 72-й международной художественной выставки «Душа Палестины». Также вручается благодарственное письмо Индиерову Николаю Ивановичу. Татьяна. Благодарственное письмо вручается Львовой Валентине Амросиевне. Выражаем вам признательность и сердечную благодарность за поддержку в праздновании Дня культуры Палестины. Благодарственным письмом вручается народный фольклорный ансамбль «Ахаяс». Благодарственное письмо вручается детской школе искусств. Благодарственное письмо вручается Нефедовой Антонине Васильевне. Императорское православное палестинское общество вручает благодарственное письмо Удряшову Сергею Валерьевичу. Выражает вам признательность и сердечную благодарность за поддержку и празднование Дня культуры Палестины и открытие 70 «Душа Палестины». Первый раз у меня такое аплодисменты. Чьи фотографии, пожалуйста? Мужчина в середку. Спасибо.
народный фольклорный ансамбль «Архаяс».
Историческая связь России длится более 1000 лет. Со времен принятия России христианства, перенесшего святые образы и культуру Палестины на российскую землю. Палестина на протяжении столетий была центром притяжения российских паломников, чему свидетельством является созданное в 1882 году Императорское православное палестинское общество, продолжающее свою деятельность до сегодняшнего дня. Российская государственная дипломатия играет огромную роль в поддержке мирного процесса на Ближнем Востоке. Россия всегда поддерживает государство Палестина. Мы, жители Шимушинского муниципального округа, искренне благодарим Императорскому православному палестинскому обществу за эту встречу и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Ну а сейчас приглашаю всех на просмотр художественной выставки «Душа Палестины». Дорогие друзья, я начну рассказывать про картины прямо отсюда, и потом перейдем там в зале, если вы не возражаете. Такая картина. После Второй мировой войны это база с иммигрантами, которые приехали с Европы. Они приехали в Палестину. И написано там, что вы, палестинцы, примите нас, пожалуйста. Гитлер нас убивал. Немцы уничтожали, разрушили наших домов. Думаем, что вы нам не отказите принять, не хотим, чтобы вы нас приняли. Автор этой картины, вот сверху вот так написано, автор этой картины Хабибулин Альберт Факимович из города Уфы, Башкортостан. И он говорит, что они прятали настоящие баннер, на котором было написано «Примите нас», для того, чтобы мы потом вас убивали, захватили вашу родину, разрушили ваших мечетов, домов и церкви и разогнали вас по всему миру. И вот вторая часть картины, что они натворили с палестинским народом. Этот художник за этой картиной выдвинут в этом году на личность года в Палестине. Картина очень сильно создала впечатление палестинского народа, и она участвовала 5 августа в выставке в Рамаллах, временная столица Палестины, в музее великого палестинского поэта Махмуд Дарвиш. Следующая картина перед вами. Это человек, который приехал молодым совсем в Советском Союзе в начале 60-х годов. Студент, учился стать врачом, очень сильно полюбил Россию, породнился с Россией, имел дети, внуки и стал очень хорошим специалистом, педагогом. И вы знаете, в конце мая его не стало. Его была мечта просто единственная, чтобы ему разрешили, чтобы похоронили его на родину в Палестине, в свою деревню. Израильские оккупанты запретили. А за что? Это же последнее желание у человека просто быть похоронен у себя на свою землю. А в чем? Почему? За что? За что надо людей наказывать? За что палестинцев надо наказывать? Вот хорошо описал Хабибулин судьба палестинского народа. И как-то замминистра культуры Чуваши мне, бывший зам, рассказывал, говорит, ваша судьба, палестинский народ, у нас есть такая сказка, связанная с как это, леса, что ли? Есть такая сказка, да? С леса связана, когда пустили. Израиль спустил лесу. Да, спустили, он мне рассказывал. Тут же самое с вами и произошло. Дальше мы видим здесь один из выдающихся людей России, выдающихся ученые.
начальник секции, научная секция Императорское православное палестинское общество, которое издает много сборников, энциклопедия именно по Палестине и связь между Россией и Палестиной. Это Житинев Сергей Юрьевич. Это один из главных людей, которые создают и укрепляют мостов дружбы и знания между наших народов. Один из главных помощников Сергей Владимирович Степашин. Эта работа написала в город, значит, набережные Челны Галимова Лисан Эльдаровна, член Императорское православное палестинское общество. А вот, простите, эта работа написал Алексей Пужалов. Вот здесь, да, Алексей Пужалов, наш художник, педагог, и называется, это русский художник, называется доктор Юсеф Матрук, имя самого художника, то есть врача палестинского. А вот эта работа Махмуд Аль-Булис символизирует дружбу наших народов. Великий вождь палестинского народа Ясер Арафат и Владимир Путин, они не один раз встречались. И здесь мечеть Аль-Акса и Кремль. И как вы видите, российский и палестинский флаг. Ясер Арафат остался до последнего дня жизни очень преданным другом для России. И благодаря ему множество из арабских стран, которые не имели раньше отношения с Советским Союзом, он смог их убедить установить отношения. И в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и многих стран. Дальше здесь переходим. Тоже Альберт Хабибулин из города Уфи, педагог, учитель. Вот видите, День земли Палестина. Зеленая карта, вот это карта Палестины, вот зеленая, видите? Вот это до 1947 года. Белых здесь жили иммигранты, которые приехали из Европы, которые их в Европе притесняли, еврейские иммигранты, жили в Палестине. И вот после того, как палестинский народ их приютил, что осталось из Палестины? Вот белые, посмотрите, зеленые точки – это остаток Палестины. Как раковая опухоль полностью пожрали Палестину. Палестина всего лишь 27 тысяч квадратных километров. Вы понимаете, и палестинский народ около 20 миллионов. А где палестинцам жить, если не у себя на родину? Теперь нам оставили меньше 1000 квадратных километров. Почти чуть больше, чем вашего Шамаршинского района. Для того, чтобы там жили 20 миллионов. И разогнали больше половины палестинского народа. То есть где-то 13 миллионов за пределы Палестины. И 7 миллионов находятся в клетке в Палестине. Они построили стену, который проходит, разрезает деревень, городов, и там гетто, там есть ворота. И эта стена 12-метровая, и там проволока, электричество и так далее, и все остальное, чтобы если кто-то пытается подняться, ударили его. Хочешь пойти в свою школу? Если оккупант тебе разрешит, пойдешь. Не разрешит, ты не попадешь. Хочешь рожать? В больнице, больница у тебя за стеной. Если он не разрешит тебя, ты рожай прямо на улице. Так и происходит с нашими женщинами. Хочешь посетить родителей, бабушки, дедушки, похоронить их, хочешь молиться начать. Оккупант разрешит, нет. Там ворота, они когда захотят разрешать. А большинство народов в Палестине не разрешают туда. Я перед вами стою, 25 год я не могу попасть к себе на родину. Я свою маму не увидел с 99 года. Город Газа окружен, осада. Не пускают. А за что? Я не военный, я никому ничего плохого не сделал. Почему мне нельзя увидеть свою родную маму? Почему? Не только я, там 13 миллионов палестинцев как я. Почему нельзя? И почему нельзя, чтобы я хоть попрощался с близкими, родными, которые ушли? Почему я не имею права посетить свой город? Вот политика апартеид, расовая.
дискриминация. Про эту картину я вам рассказывал, когда говорил, что оливки – это символ палестинского народа. Ведь оливки – это символ жизни для нас, палестинского народа. И это немыслимо представить палестинцев без оливок. Мы можем завтракать утром, и вот чебрец используют и в чае. А у нас чебрец, его высушивают, молотят. Туда жарят кунжут, семена кунжута, туда добавляют семена кунжута, разные специи и соль, и с оливковым маслом, и оливки это кушают как завтрак и пьют вместе с ними чай. Это на протяжении много тысяч лет палестинцы жили благодаря оливковому маслу. Она не требует никакого особого хранения, ни погребов, ни холодильников, ничего. Сколько войн было над Палестиной на протяжении 150 тысяч лет, палестинский народ живет за счет этого, за счет хуммус, который вы увидели, блюдо, которое я продемонстрировал в фильме о культуре Палестины. Вот, хуммус это нут, типа горох, но это другого вида, который много, можно 20 лет даже. Вот я помню, когда в Москве мы нашли нут впервые с женой, будущая жена, я купил в Москве, и этот нут привезли в Чебоксарах больше 20 лет. Он не портился, мы его готовили, кушали. И так палестинцы жили тысячи лет благодаря свой образ жизни, который связан с тем, что продукты, которые они готовят, которые растут у себя на родину. А Израиль что делает? Он даже хуммус, палестинские национальные блюда, он их теперь называет израильские национальные блюда, еврейские национальные блюда. А мы спрашиваем, хорошо, вы когда жили в Польше, когда жили в Венгрии, когда вы жили на Украине, вы эти блюда знали? Они молчат. Но раз вы их не знали, как они могут быть ваши национальные? Они даже наши арафатки, теперь говорят, их национальные. Они воруют наши вышивки, говорят, их национальные. А у них-то вышивка нет, лучше ваши есть, а у них нет вышивка. Дальше мы смотрим здесь вот такая картина. Последний ужин. Римский папа, Ватикан, который должен, по идее, проповедовать мир, дружба, Бога, молиться, финансировал войну против Ирака. Вы понимаете, финансировал нападение Америки на Ирак. Платил деньги. И вместе с ним 62 государств. И Украина, режим украинский, принял участие в войну, отправил танки и солдаты, завоевали Ирак. В 2003 году еще не была военная операция наша. А здесь вы, украинцы, при чем здесь? Почему вы должны нападать на Ирак? С какой стати? Ирак всегда был союзником советского. Видите, у палестинцев, заметите глаза, смотрите во всех картинах, у палестинцев глаза с покраснением и грустно, потому что палестинцы не высыпаются, они спят открытыми глазами. Как может человек спать, если у него отняли родину, отняли все, выгнали никуда, на улицах? Около Палестины, в лагерях беженцев, уже более 75 лет живут люди, палестинцы, сотни лагерей, много миллионов. А вы понимаете, что такое лагерь беженцев? Это не так, как в России, там санаторий дают, хорошо. Это как палатка, или в лучшем это русский гараж. Кому был 1 год, когда его разогнали со своей родины, ему сегодня 76 лет. У моей семьи была мебельная фабрика, коттедж, 50 гектаров плодородная земля. И что вы думаете, нас выгнали в одну ночь, моя мама была 14 лет. Все забрали, счет в банк, все. Сказали, через 5-6 дней вернетесь из войны, действия закончились. И моя мама все надеется до сих пор, уже 76 год ждет вернуться домой. Ключи от дома есть, и документы, что это наш дом, есть, и наша земля. Но туда нас не пускают. По причине того, что якобы это может изменить демография в Израиле. Какой демография? Вы оккупанты, вы взяли мой дом. Как демография? Это мой дом, я должен здесь жить, это мое имущество. Как вы имеете право? Сегодня мы видели с вами танец ваших
ансамбль, очень интересный. И палестинцы тоже имеют свой танец тапка. Это очень знаменитый танец Палестины. Это работа Тали Медведь, народный художник Палестины, который живет в городе Иерусалима. Когда ему было 14 лет, Израиль разрушил их дом и выгнали их на улицу. Мать с отцом и 13 детей. Они не знали, где жить. Он жил очень несчастной жизнью. Очень несчастной жизнью, но стал великим художником, народным художником. И он представитель нашего комитета по культуре в городе Иерусалим. И в этом году первая выставка 10 января в Иерусалиме наша организовала. Много картин из этих тоже принимали участие. Палестинская семья – это Набиль Анани, народный художник Палестины, палестинская фольклорная национальная одежда. Это работа Вера Белых «Рождество». Вера Белых из города Костроmy, но сейчас она живет в Санкт-Петербурге. Я ни разу с ней не виделся, не встречался. Многие художники я не знал, но они к нам присоединились и посылают свои работы. Вот. Ну, большинство художников, конечно, я знаю, но много из них тоже не знаю. Дальше перейдем. Тарик аль-Алям – это дорога учения, по которому ходил Иисус Христос со своим крестом. Есть в Палестине дороги, которые несколько тысяч лет. И которые вот могут ходить 2-3 человека рядом. Не больше. То есть там не было рассчитано, что будут машины, будет транспорт. Максимум лошадь или, может быть, осел. И вот эта работа Нагорного Наталья Юрьевна из города Чебоксарска, педагог, художник. Она с нами с первой же выставки, она была в Палестине и писала там картины прямо на месте. Но эта картина писала в Чебоксарах. А вот эта картина Валерий Васильевич Медков «Церковь Рождество Иисуса Христа». Валерий Васильевич Медков, он педагог, город Новочебоксарск. Он тоже, эта работа, принял участие с первой же нашей выставки 15 мая 2021 года. Так, мы идем дальше. Здесь работа Фаиз Аль-Хасани, народный художник Палестины из города Газа. Как вы видите, это стена. Помните Берлинская стена? Она была низкой. А Израиль построил 12-метровая стена, чтобы палестинцы не могли возвращаться в Елим. Вся Палестина, где живут наши люди, на маленькие тюрьмы. Вот очень печально. Вынуждены на улицах под деревом преподавать им. И вот выходит, рассказывает о дом. И ключ. Ключ это палестинцы понесли свои ключи с собой, когда их выгнали со своей родины. Думали, что вернутся недели 2-3 месяца вернутся. К сожалению, 76 год ждут. Это работа из стекла. Полностью Наумова Ирина Гавриловна работает. Это единственный художник в Чебоксарах, который пишет из стекла. Он полностью работает из стекла. Сделано палестинские, вот 3 девушки в национальная палестинская одежда. Она тоже с нами с первой же выставки. У нее уже, наверное, больше 10 картин. Разные, вот такие именно со стеклом. Идем дальше. Здесь оливковые рощи. Художник Бичкова Светлана Юрьевна из города Ярославля, педагог, видела по телевизору, что израильские бульдозеры приравнивают с землей палестинские рощи, оливковые рощи, уничтожают. Ей стало очень больно, обидно, она взяла, написала картину и в картину восстановила эти оливковые дерева. Бичкова Светлана из города Ярославля стала человеком года в 21 году.
За эту и за других картин она пробила рекорд. Она за 2 месяца писала 15 больших картин о Палестине и приняла с ним участие на нашей конференции 15 мая 21 года. Здесь работа Вайер Рабия. Вайер Рабия из города Мама. И как вы видите, палестинский ребенок мечтает стать как птица, чтобы полететь на родину без виза, без препятствий и посетить свою родину, посетить мечети, посетить церковь. Это не преступление мечтать посетить родину, поехать на родину. Наоборот, это высший степень патриотизма. Лев Кадирович Тураков — это мой большой друг, это второй человек, с кем я познакомился в Чебоксарах, когда я приехал. До того, как он основался в 1991 году, мы с ним познакомились, мы с ним познакомились Бурганкин Игорь Алексеевич, его большой друг, который был коммерческим директором Ватикана Трехудиалас. Тураков Лев Кадирович посетил Палестину. Он был в Палестине, очень трогательно вспоминал о Палестине. Он мечтал, чтобы иметь вот такая палестинская национальная одежда. Я ему его подарил у себя народно, батровские шапки. И он одевал перед народом. Когда его не стало, из-за ковида 20 декабря 2020 года, одна из художников Татарстана, Гульсум Хазизова, написала его картину, и с тех пор она принимает участие в наших выставках. Лев Кадирович Тураков — это первый человек, который приглашал иностранцев учиться в ЧГУ. И первые иностранцы были палестинцы. Сейчас там учатся более 3000 палестинцев. Не палестинцы, палестинцы и арабы, иностранцы. Иностранцы более 1,5 миллиарда рублей платят ежегодно только за учебу. Каждый чуваши. Плюс они тратят больше, чем эти суммы на жизнь, плюс покупают билеты домой, подарки и так далее. То есть Тураков был бесчестный патриот своей родины и делали все для того, чтобы с другими народами подружиться. Все выпускники ЧГУ, тысячи выпускников иностранцев, они стали ваших лучших послов. И они всегда вспоминают о Чувашии, они живут, работают в других странах и не подводят вас, они очень достойно, как говорится, представляют как хорошие камни. Это работа Грозит Катарина художников мира Анатолий Александрович Сидов. Сидов Анатолий Александрович в этом году исполнилось 85 лет. До сих пор работает. Хочу вам сказать, что сейчас он готовит выставку, связанную с БРИКСом. Это будет первая выставка, связанная с БРИКСом на территории России. В будущем году, когда будет БРИКС в Казани, эта выставка будет открываться. И уже несколько картин, 5 я сейчас готовлю, еще он готовит, и картины все большие, 2 на 2 и больше на 2. Анатолий Александрович Сидов был более полвека в Палестине, в арабском мире, и он самый лучший посол для Чувашии и России в этих странах. Он очень много картин писал, и это единственный, наверное, художник, который его картине нет аналогов. Вот он эта картина пишет, это первый палестинец, который пришел на Землю. Якобы из 12-я планета каждые несколько тысяч лет, наука, которую он читал, спускается на Землю богов. Самых сильных богов спускается на Землю. Но он не мог найти лицо первого палестинца, поэтому что-то взяли с него лица. И изобразил эту картину. Она приняла участие уже с первой же выставкой нашей. Вот здесь правит от нами птица сидит на яйце и мечтает. О чем мечтает? О свободе. О свободе. Это работа Райт Каплани, который никогда не был на родине и мечтает вернуться когда-нибудь на родину.
Родился в эмиграции, родился в Ленинградской области. Это даже тот же наш ленинградский художник Исмаил Шамут работал. Палестинская семья. Вот я бы пригласил сюда Марину Васильевну, она вам расскажет про эту работу. Это ее работа. Девушка говорит: папа, теперь я твоя опора. Значит, я был стопор, потом я дам по картине. Значит, обычно ребенок ждет от отца что? От отца ждет забота, поддержка, подарки, куклы. И бац, отец без надежды. И ребенок неожиданно взрослеет. Теперь я должна тебя заботиться. Вот почему она написала эту картину? Я сейчас ей дам несколько слов, она расскажет. Эта работа даже называется немножко подлиннее, называется «Папа, я буду твоей опорой, отец и дочь на границе сектора Газа». То есть взгляд главного героя обращен к огромному забору, который окружает сектор Газа. Он полностью окружает. Я была в секторе Газа. Честно говоря, впечатления, которые у меня остались, я хотела принести на это полотно, это впечатление, как будто ты находишься в огромной тюрьме, в которой тебя заперли. И куда ни поедешь, вот мы путешествовали по этому сектору Газа, в гости ходили, и вот мы на машине минут 5-10 едем, упираемся в огромные мотки колючей проволоки, которые в 2 ряда при земле вот так вот растянуты, между которыми находятся вышки с автоматчиками. То есть вы представьте себе, если вы, например, живете в Чебоксарах, вы поехали из центра в один район, колючая проволока, потом поехали в другой район, уперлись в колючую проволоку, и вокруг на вас сверху смотрят вот эти автоматчики. Это, честно говоря, очень жутко. Это очень жутко. И когда мы уезжали уже из Газы, у нас дочке было 3 годика всего, и нас вынудили стоять на границе в ожидании разрешения на то, чтобы мы выехали, хотя мы граждане Российской Федерации. Вот мы на улице стояли, под навесом, правда, конечно, на улице с ребенком простояли 5 часов. И стояли мы как раз под такой вышкой, и сверху на нас смотрел автоматчик, вот этим автоматом на меня, на дочку, на мужа. И мы постоянно вот под этой вот мушкой, понимаете, в прицеле находились. Это очень ощущение, конечно, вообще страшное, конечно. Такое не должно быть на земле. Ни один народ не должен находиться в гигантском концлагере под дулами автоматов. Все народы имеют право жить свободно, свободно выезжать со своей территории, приезжать, где они живут. И то, что там творится, это беспредел. Беспредел. Я как юрист международный говорю, что это, если, к сожалению, что вот. Ладно, сейчас уже средства массовой информации не могут это замолчить, поскольку интернет появился, доступ к информации неограниченный, люди сейчас все знают, вся правда уже скрыта, но многие десятилетия удавалось это замолчить, потому что информацию просто не пропускали в средства массовой информации. И вот в 1999 году, во время налета на сектор Газа, когда беспощадно бомбил Израиль сектор Газа и разрушил там все. Были даже парк культуры отдыха, где пальмочки, там травочки, где можно было просто отдохнуть на берегу моря. Даже этот парк культуры они возбомбили. То есть то, что мы видели, дома, в которых мы были в гостях, все превратилось в руины. Мало того, сбрасывались в огромном количестве фосфорной бомбы, а фосфор, как известно, погасить невозможно. Если там капля попала на человека, то человек будет гореть заживо, просто обугливаться. И очень много пострадало молодежи, детей, взрослых остались в бесконечности.
очень много инвалидов в результате вот этих бомбардировок. И не только в 99 году, они потом периодически каждые там какое-то количество лет опять устраивают налеты. И в этом году, и в прошлом, ну ежегодно это уже продолжается. Предела этому не знаю, кто когда положил. И вот эта картина была написана по мотивам реальных людей, которых вот я... Это реально, Пауля, это реальная девушка, которая хотела запечатлеть на картине. Действительно, в глазах ребенка, вот она ребенок, но уже в лице следы страданий. Это страшно, когда у ребенка на лице не счастье, не счастливые розовые щечки, понимаете, счастливая жизнь. А когда уже печать страданий, когда уже запавшие щеки и боль в глазах, вот этого ребенка именно это. Она страдает за своего отца, страдает за свою жизнь. Отец страдает за несвободу, в которой они живут. Вот за этой стеной там весь мир, который ездит друг к другу в гости, путешествует на кораблях, ездит на поездах, летает, в космос летает, какие-то проекты запускает. Думает о будущем. У человечества там есть будущее за этим забором. А по эту сторону забора ничего нет. И хотелось отразить вот эту боль, которая сопровождает палестинский народ, особенно жители сектора Газа, которые очень сильно страдают в настоящее время. Видите, человек, хорошо, что она художник, который недавно стала профессионально, получила образование. Так она написала, когда была учительница. Но независимо от этого, эта картина участвовала в 9 зарубежных выставках за 2 года. Вы можете себе представить? 9. В секторе Газа, в Иерусалиме, в Вифлееме, в Ерихоне, в Аммане. Можете себе представить? И дальше перечислять не буду. Это работа Надежды Кавказова из города Бийского. Рождество Христова. Вот видите, палестинец, национальная одежда. Дальше здесь работа великого народного художника Германии Имана Баштаня. Палестинцы всегда уверены, что в конце туннеля будет свет. Все равно не может быть всегда черная полоса. Вот у нее и глаза грустные, но она мечтает о возвращении домой, на своей родине. Вот это баня Ассамра в городе Газа. Этой бане было 700 лет. 700 лет. Я в этой бане не еще в 78-79 году. Это баня старше, чем Соединенные Штаты Америки, который дает оружие из того, чтобы он бил Газа и разрушил моего родного города. Это замечательная баня, это работа Бичкова Светлана Юрьевна из города Ярославля. А вот это сбор оливок. Работа народного художника Палестина Сулейман Мансур. Как я вам и сказал, оливки – это символ палестинского народа, символ жизни. Для палестинский народ нет ни одного стола без оливок. На завтрак, на обед, на ужин. Без оливок невозможно представить Палестину и палестинцев. Эта работа Аспетова Марина Александровна из города Ишкарала, Смотрительской республики. Она взяла церковь Татьяна в Чебоксаре, птица, которую держит Алексей II памятник на Патриаршской площади в Ишкарале, где мы с ней встречались впервые, познакомились. Она супруга моего большого друга, Александр Константинович Аспехов. И когда у нас узнала, что будет у нас выставка, она взяла и написала. Вот она изобразила, видимо, на лице мои испытания. Может быть, захотела продаться мою, что когда-нибудь я вернусь домой и увижу свою маму. Возможно. И видите, здесь
олицетворяет ее отношение к судьбе моего народа, российского народа. Я ей очень благодарен. И эта картина уже принимает участие, наверное, в 10-й раз выставка. Вот здесь великий народный художник Иордании Имам Аруштая. Это мой город Газа. Эти картины он хотел сказать, что можно разрушить город. Можно уничтожить город, но невозможно уничтожить волю людей в жизни. Ну что ты разрушишь город? Ну, люди потом построят этот город заново. А волю людей жить в свободе ты не уничтожишь. Эта картина очень замечательная. И эта работа, значит, из Татарстана, художник Елена Войняшкина, одна из первых организаторов нашего проекта. Она постоянно приезжает сюда, в Чувашию. Она вообще везде, всюду принимает участие. Эта картина «Мадонна Палестина». Очень красивая, хорошая картина. Недавно приняла участие в городе Рамалах, в музее Махмуд Дарвиш. 5 августа выставка, которую открыли, выставку культуры Палестины. Вот, если есть вопросы, то я с удовольствием вам отвечу на любой вопрос, зная ваше искреннее дружбу, я готов. Спасибо. Интересно очень было. Да? Ну, сегодня. Я надеюсь, что у нас будет получиться фильм, который потом я выдаю в Александре. Я очень благодарен. Если честно, сегодня с первых же минут, когда мы приехали, так тепло встретили, так хорошо встретили, так душевно, что так много дней, что если честно. Раньше просто приезжали в гости к брату ближнему. Теперь я с такой любовью, с такой теплотой, если я захочу всегда с вами сотрудничать, организовать разные мероприятия, привлечь к нам сюда, из Палестины, из других арабских стран, интересные проекты, люди. Мы хотели заключить договор с администрацией, может быть, показ фильмов, вместе с фильмом палестинских материалов. Разные люди, вот прекрасно реально, что проводили участие в конкурсе детей, писать картины и так далее. Что я очень благодарен. И если хотите, можем сделать фото на память перед тем, как будем уезжать. الحق صوته أعلى من صوت السلاح، وهاتولي دين بيحلل الدم اللي راح على كل شبر في أرضها. صرخت وبعيل وأحسها، ما تعزونيش وهاتولي حق ابني اللي راح. وحياتك يا قدس دي شدة وتعدي، ويا بس قومي أنا مش هسيب أرضي. لو مت يجي ولادي من بعدي، وفداكي روحي روح كمان ملايين. يا رب ناديك أنا واتنبح صوتي، وعدوي عاجبه سكوتكوا وسكوتي. ودي أرضي لو كان التمن موتي، أنا موت عشان الأقصى وفلسطين. الأرض دي شبعت يا موعود وعهود سلام، بس انتوا لسه بجد ما شبعتوش كلام. الأرض دي طول عمرها معروف مين اللي هدها، وعدوها خاين ولا يعرف سلام. وحياتك يا قدس دي شدة وتعدي، ويا بس قومي أنا مش هسيب أرضي. لو موت يجي وولادي من بعدي، وفداكي روحي روح كمان ملايين.
وامتى نبقى ايد واحدة ونقوم ونوقف الدم اللي بيروح كل يوم. ما بقاش في وقت يضيع خلاص، وحدتنا اقوى من رصاص الارض دي الاهلها ترجع في يوم. وحياتك يا قص دي شدة وتعدي، انا مش هسيب ارضي. لو موت تيجي ولادي من بعدي، وفداكي روحي روح كمان ملايين. يا رب ناديك انا واتنبع صوتي، وعدوي عاتبه سكوتكوا وسكوتي. ودي أرضي لو كانت تمن موتي، أنا أموت عشان الأقصى وفلسطين. دي شدة وتعدي، انا مش هسيب ارضي. لعيونك يا نصر النور نستشهد والكل يثور. إن سلاحك حنا السور، ورؤوسنا عليك الطور. يا غزل يا نبض القلب، عيونك يا نصر النور نستشهد والكل يثور. إن سلاحك حنا السور، ورؤوسنا عليك الطور. يا غزل يا نبض القلب.
لعيونك يا نصر النور نستشهد والكل يثور إن سلاحك حنا السور وروسنا عليك الطور يا غزل يا نبض القلب. فدائي